Так, я сейчас нахожусь в Венгрии. Это место называется Бай. Здесь был когда-то военный гарнизон, ракетная часть тут была, артиллерийская. То есть, если коротко сказать, это место, где мы когда-то жили. Здесь отец проходил воинскую службу, будучи в то время подполковником. В этом здании мы проживали там в двух подъездах, переезжали с одного на второе место, то есть две квартиры меняли. Тут мы жили, также в этом здании мы позже переехали в этот дом, потому что в то время его построили. Вот. И, как я сказал, здесь мы жили, и после столько лет я приехал сюда, и так получилось, что приехал на свой день рождения. Ну, можно сказать, ощущения такие, вы сами прекрасно можете понимать, когда отец был жив, когда я тут рос, и в то время мать вместе. Здесь я пошел в школу, мне исполнилось 6 лет. И советская воинская часть еще в то время. Сейчас я постараюсь здесь пройти, показать другие места. Я, конечно, хорошо помню эти места, где там я бегал маленьким, где с отцом бегали утром по 3 километра. Еще в то время, даже сколько мне лет было, 6, 7, 8, 9 лет. Мы тут 6 лет жили в Венгрии. Вот, и сейчас пройдусь по другим местам, покажу. Сзади меня это казармы, здесь были солдаты. И каждое утро я проходил по этой дороге, и шел в школу. Здесь, в Венгрии, я пошел в первый класс. У нас школа находилась в этом гарнизоне. И она находится вон в том углу. Ну, в том углу, вот туда. И каждое утро ходил в школу. И что здесь еще вспомнить у меня? Здесь, конечно, много чего я помню. Как я раньше говорил, тут было много войнахов. И мне нравилось ходить к ним в казармы, к солдатам. Они здесь проходили службу в советской армии. И они меня, можно сказать, носили чуть ли не на руках. Им было приятно, что вот мальчик такой. И подарки дарили мне, конфеты, пепси-колу в то время покупали. Интересное время было. Здесь несколько казарм. Это была ракетная часть, артиллерийская часть. В общем, интересные места для меня. И сзади вот здесь это здание. Это был медпункт, медчасть. Там лечились, уколы и так далее делали. Я помню, один раз палец свой вывихнул, и мать меня сюда привела. Вылечили мой палец. И вот еще с тех времен это военная техника, но это старая техника, БРДМ стоят. Вот это воинская часть. Здесь мы в неделю по-любому один раз бегали утром с отцом. Он меня брал на пробежку по 3 километра. И по этой дороге мы бежали с ним вместе, с отцом. И сейчас покажу другое место. Вон в ту сторону, вон там, где вышка стоит. Вон к этой вышке мы бежали
мы бежали так, и там уже налево, вверх, туда, к той вышке. Или же, когда он брал с собой пистолет, то мы бежали с ним в ту сторону, вон под эту гору. Там было стрельбище. Там можно было из автомата стрелять, из пистолета. Там два полигона есть. И то же самое, такое же расстояние, примерно так 3 километра. Мы с ним бежали туда, стреляли из пистолета. То есть в неделю один раз по-любому мы бегали вместе. Иногда, когда он даже любил это делать, будучи командиром, он брал солдат, и вместе с солдатами мы тоже вместе бегали. То есть иногда он меня тоже брал, бегали по утрам. И еще я хотел заметить, в нашей части, то есть в артиллерийском полку, как я помню, минимум 5, 8, 10 было, даже 15 человек из войнахов, то есть чеченцы и ингуши, а также были дагестанцы, другие. Вот. И в то время они друг к другу относились по-братски, никаких конфликтов не было, никогда даже не слышал такого. И отец их приглашал к нам домой на выходные дни. Мать готовила им разные там наши традиционные блюда. То есть отец разговаривал, он для них был как старшим братом, то есть для этих солдат, которые служили в советской армии. Вот такое братское отношение было. Сзади меня находится штаб артиллерийского полка в то время. И в этом месте работал Масхадов, мой отец, был начальником этого штаба артиллерийского полка. И, конечно же, я частенько бывал с ним здесь, в его кабинете. Мне нравилось это, приходить к нему на работу. И что еще интересно, мы в Венгрию приехали как? То есть отец окончил академию в Ленинграде в то время. И окончив академию, его направили сюда, в Венгрию, для прохождения службы советской армии. Он приехал первым, затем мы с матерью приехали в Ослеп. И здесь в то время были большие ворота, конечно же, со звездочкой, Советский Союз. И тут с правой стороны был КПП, пропускной пункт. И когда мы сюда приехали с матерью, отца здесь не было. В то время он был на учениях, на общевойсковых учениях. И мы заехали, сейчас еще расскажу. Отец, будучи еще в то время тогда на учениях, он прислал в Будапешт, туда мы с матерью приехали, на ЖД вокзал, прислал своего водителя. И мы заехали сюда, в этот гарнизон, и вот здесь остановились, я помню, вот здесь остановились. И чуть подождав, отец тоже подъехал, и так он встретил нас здесь, в этом месте. И вот 6 лет мы провели здесь. 6 лет. После этого мы переехали в Литву, где он также проходил службу в советской армии. Много, конечно, воспоминаний. Я чуть раньше говорил, что учился здесь, в начальной школе, пошел в школу здесь. И уже в 4 классе мы учились в другой школе. Ездили в город Комаром. Отсюда примерно так 40-50 километров минимум. И нас отвозил Красный Карус туда. Вот мы здесь
садились на этот Икарус и ездили в эту школу. Вот. Много воспоминаний, да, действительно. Как здесь я ходил рядом с отцом, вот. Как ходил рядом с нашими войнахами, чеченцами, ингушами, в то время солдатами. И один случай расскажу. Это было возле нашего дома, в той стороне. Как-то я со своим другом вышел на улицу погулять, и какой-то солдат подходит ко мне и спрашивает: ты откуда? Я говорю: я из Грозного. А он меня спрашивает: Ланох чего? Я говорю: да, я чеченец. То есть он меня спросил: ты чеченец? Я говорю: да, я чеченец. Он удивленный такой: а разве тут... А твой отец офицер? Спрашивает. Я говорю: да, мой отец офицер. Ну, он, оказывается, в этот день приехал в эту воинскую часть. И такой удивленный: как зовут твоего отца? Он еще не был знаком с моим отцом. Он был солдатом. Он что делает? Ведет меня в магазин. Тут в гарнизоне был магазин продуктовый, еще там одежда и так далее. И он меня повел в этот магазин и понакупал разных там сладостей, шоколадки, там пепси-колу, кока-колу. И мой друг, мой товарищ, он удивленный, потом меня спрашивает: а ты его знаешь? Я говорю: не знаю. А почему он купил тебе, купил нам вот эти сладости? Я говорю: он чеченец, поэтому он просто удивился, что я тут, и поэтому как бы подарок вот так. А это у вас так бывает? Он спрашивает. Да, бывает, говорю. Вот так прошло столько времени. Да, еще хотел бы добавить. Как говорил, в этом здании проходил службу мой отец. Набирал эти знания, воинские знания, и, алхамдулилlah, эти знания пригодились для нашего народа, чтобы сопротивляться такой армии, уже российской армии, оккупантам. И скажу так прямо, вот эти знания ему пригодились настолько, что он смог со своими братьями, со своим народом набить физиономию этой армии и российским генералам. И у нас столько и генералов-то не было, там несколько человек на самом деле. А там во время войны на чеченской земле они использовали все виды войск, то есть было очень много генералов, там целый генштаб работал против нас. Не только сухопутных войск, там авиация, там ГРУ, там ФСБ и другие там варвары. Вот, алхамдулилlah, вот эти знания пригодились. Так же, как вы знаете, Джохара Дудаева тоже воевал до конца, воевал против оккупантов. Он тоже проходил советскую армию, служил там. И когда нужно было, когда надо было, они встали рядом со своим народом против этих агрессоров и отдали свои жизни. Аллах азат поблагодарит Масейра. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам. Ушуйся. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Так, угадайте, где я? Ва алейкум ассалам. Джохар Дудаев, снялся? Ва алейкум ассалам. Нет, не Литва, не Литва. Я не в Литве. Ва алейкум ассалам, Кавказ. Так.
произошло иду. Да, Венгрии. Кто-то вот, не Эстония, нет. Джохар Дудаев проходил службу в Эстонии. Я сейчас в Венгрии. Я понимаю, что сложно сказать. Как ты можешь узнать меня? Так. Мы уже прочитали, где... Ну да, мама Technology Innovation. Так, начну. Сейчас, секунду. Валикум салам. Название ролика, да. Вот это здание, которое позади меня, в этом здании служил, работал Аслан Масхадов, то есть мой отец. Это штаб артиллерийского полка, то есть он был в то время начальником этого штаба. Сейчас, секунду. Мы уже прочитали, где. Ага. Там еще пишется. Мокшали, алхамдулилла, дикю, когда Люлю сбросят с поста, когда Путин сбросится с поста. Вот такие вот дела. Алейкум ассалам. Страсбург с тобой. Мы тоже со Страсбургом. Это воинская часть. Сзади вон там видно это казармы в этом воинском гарнизоне. Кстати, как я помню, тут было много войнахов, чеченцев, ингушей. Ну, было 10, 15 солдат. То есть они, будучи солдатами, проходили здесь службу. Вот. И это здание, как я сказал, это штаб того артиллерийского полка. Мы в Венгрию приехали, когда отец окончил военную академию в Ленинграде. Он первым приехал сюда. Позже мы с матерью уже тоже приехали. И в эти дни он был на военных учениях, мой отец. На военных учениях. И отец прислал машину в Будапешт, чтобы нас встретили, то есть своего водителя. И как раз на этом месте мы заехали сюда, в этот гарнизон. Мы ждали отца. Через некоторое время он подъехал, вот, встретил нас. Здесь сзади вон те эти здания, это была столовая была. Столовая солдат, там, и офицерская столовая здесь была. Я любил, конечно, бегать тут с нашими войнахами. Они меня чуть не на руках носили. Ну, я в то время молодой, пацан.